Бисмиллахи рахмани рахим, вассалату вассаляму аля расулиллахи ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Амма ба'д. Дорогие зрители, мы продолжаем наши уроки. И сегодняшняя наша тема – аш-шадда – удвоенный знак в арабском языке. Знак удвоения используется, во-первых, она ставится над буквой и используется для обозначения удвоенных букв в арабском языке. Давайте посмотрим на практике, как она выглядит. Например, пример из суры Аль-Фатиха. Обратите внимание, вот буква ра, б. Б с удвоением. Для произношения, для использования в арабском языке сперва нужно удвоить звук, а потом используется огласовка. То есть рабби, рабби. Как я уже говорил в начале наших уроков, что все эти знаки были придуманы учеными для облегчения изучения и произношения коранического текста для неарабов. И поэтому эти звуки являются в данный момент в современном мире неотъемлемой частью изучения арабского языка и правильного произношения коранического текста. Давайте напишем несколько слов, также из коранического текста, из суры Фатиха, чтобы более внятно осознать правильное произношение этого знака. Например, слово «ияка». Обратите внимание, вот она, «ияка». Следует обратить внимание на очень важный факт, который нам поможет в дальнейшем для полноценного изучения правильного произношения коранического текста, что каждая удвоенная буква состоит из двух букв. Например, в данной ситуации «я» – это первая буква «я» с сукуном, вторая буква «я» с огласовкой фатха. Вот она. А первая с сукуном. То есть для обозначения этих двух звуков используется знак удвоения. Точно так же, таким образом. Буква «б», первая буква у нас с сукуном, плюс буква «б» с кесрой. Следует заметить, что удвоенный знак очень сильно влияет на правильное произношение, и нужно быть осторожным при произношении, чтобы удвоенный знак не аннулировался в контексте. Например, «ияка», «ияка», чтобы она не перешла в «ияка», «ияка». «Ияка», «ия» – это солнечный луч. «Ияка» – тебе. То есть «ияка на'буду», «О Аллах, тебе мы поклоняемся». А если «ияка» без удвоения, то смысл будет меняться и будет «О солнечный луч, тебе мы поклоняемся». Нужно быть очень осторожным. И таким образом удвоенный знак, который называется «шадда», очень часто встречается в кораническом тексте. Хотелось бы, чтобы вы при чтении коранического текста суры Фатиха и всего Корана обращали внимание на правильное произношение этого знака. Уважаемые зрители, на этом мы с вами прощаемся. До новых встреч. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.